столицы. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Марина Новгородова и Николай Слепцов, у микрофона ведущая Саргалана Антонова. Как вы знаете, в эти дни в республике проходят мероприятия Третьего республиканского шахматного конгресса. В его работе принимают участие более 150 участников, в том числе гости из Армении и Бурятии. Популярность шахмат у нас в Якутии непосредственно связана с государственной политикой первого президента республики Михаила Николаева. Именно благодаря его инициативе в регионе началось массовое развитие шахмат как в спорте, так и в системе образования. Михаил Николаев уделял особое внимание шахматам как важному фактору интеллектуального и духовного развития народа Саха. Так, с 2020 года в школах и детских садах стали появляться уроки шахмат. И Михаил Николаев определил шахматы одним из 5 китов развития ребенка. По его инициативе прошли первые республиканские конгрессы шахмат, в которых приняли участие знаменитые гроссмейстеры, например, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Как в эти годы шло развитие шахматного образования в нашей республике? Что дает раннее приобщение ребенка к миру шахмат? И какой будет программа проходящего конгресса? Об этом и не только разговор сегодня с гостями нашей студии. Итак, это руководитель отдела дошкольного и начального образования Малой академии наук Республики Саха-Якутия, кандидат педагогических наук Ольга Николаевна Степанова. Добрый день. Добрый день. Руководитель научно-образовательного центра Академии наук Республики Саха-Якутия Юрий Иванович Семенов. Добрый день. Здравствуйте. И педагог дополнительного образования по шахматному образованию детского сада «Прометейчик» городского округа город Якутск Дмитрий Николаевич Морозов. Приветствуем вас. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татим Саха-радио. Напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Ну что же, и первый вопрос я хотела бы задать Юрию Ивановичу. Итак, что говорит наука? Как вообще шахматы влияют на развитие наших детей? Наука тоже не стоит на месте. На самом деле, это самая древняя игра, это мы все прекрасно знаем. И во всех странах мира, где заинтересованы в развитии интеллекта человека, его потенциала, шахматы преподаются с самого раннего возраста. Всегда мы знали, что и в элитных домах, в частных школах, еще с эпохи Средневековья и так далее, особенно в 19 веках, 20 веках, очень большое внимание уделялось шахматам. Но потом психолого-педагогическая наука заинтересовалась как методом развития интеллекта, как вот в совершенно небольшой доске с небольшим количеством фигур может вот повлиять на развитие ребенка. И, конечно же, очень много исследований проводится в нашей стране, это прежде всего в Москве, в Санкт-Петербурге, но также в зарубежных странах. И вы знаете, они все подтверждают, что очень большое положительное влияние, потому что, во-первых, это игровая форма, потому что ребенок с малого возраста, он не просто, ему сложно учиться, когда говоришь это читать, пересказывать и так далее, а именно в игровой форме, когда есть решение определенных задач, например, как спорт, это победить оппонента, как образовательные технологии, решить определенную задачу, чтобы достигнуть поставленной цели. И вот шахматы, они не только развивают способность логического мышления, но и дают возможность концентрации внимания, возможность планирования определенных ходов, возможность решения, как поведет себя оппонент, который сидит напротив тебя в тех или иных ситуациях. То есть это возможность за небольшой ограниченный период времени решить огромное количество комбинаций, задач и таким образом развивать, так скажем, оба полушария нашей мозговой активности. В том числе вот раньше считалось, что различные части мозга, они отвечают, например, левое полушарие отвечает за творческое, правое полушарие за логическое, но современная наука доказала, что это абсолютно не так. Вся часть головного мозга работает так или иначе, отвечая за все или иные процессы. Но вот шахматы, то, что они однозначно влияют на развитие сложных нейронных связей, то, что они развивают именно логическое мышление. Если мы знаем, что музыка развивает связи между
двумя полушариями. Мы знаем, что изобразительное искусство развивает творческое, пространство и так далее, мышление, то шахматы именно отвечают за логическое мышление. Это определенно наказала современная наука. И шахматы не только для детей, но и для старшего поколения сейчас применяются как очень хорошая активная форма сохранения мозговой интеллектуальной активности, вот чем эксперимент, проводимый в Московском университете, в психологическом институте, был такой исследователь Андерсон с иностранной фамилией, да, который вот тоже изучал в гериатрических центрах непосредственно вот те, кто занимаются шахматами, они сохраняют память, они сохраняют вот мышление прям вот на очень долгие годы, в отличие от тех, кто не занимается какими-то интеллектуальными деятельностями. На втором месте он выделял, что очень хорошо сохраняют интеллектуальные способности те, кто каждый день читает свежие газеты и обсуждает. То есть одно чтение – это недостаточно, обсуждение тоже важный момент. Поэтому шахматы сегодня научно доказанный и эффективный способ именно развития логического, системного мышления, развития вот, плановости и строения планов, стратегий, тактик и так далее. В этой области поэтому наука рекомендует применять. Но есть и но. Например, педагоги считают, что шахматы как спорт, когда с противником, там есть элемент проигрыша, что детям, например, совершенно не нравится. Вообще, в последнее время в психологической науке очень так динамично обсуждается, что конкурсность – это очень такой нехороший аспект воспитания детей, потому что во многом дети не всегда понимают, особенно вот конкурсы каких-то работ, конкурсы фестивалей, там, танцев, плясок и так далее. У детей нет такого. Это конкурсы в основном взрослых родителей, которые нервничают, психуют, и ребенок от этого получает больше стресса, говорят. Например, доктор психологических наук Мелик Пашаев Александр Александрович в этом плане уделяет очень большое внимание. Поэтому не конкурсность. И вот Игорь Георгиевич Сухин, который вот мы все рекомендуем, его систему обучения, он говорит о неконкурсности, о несостязательности шахмат, и шахматы как образовательная технология, которая позволяет решать логические задачи. То есть, и тем более, когда говорят о раннем приобщении шахмат, например, с дошкольного возраста, с начальных классов, это некий такой предикт развития математических склада ума, логического склада ума. Поэтому с этой точки зрения тоже важно отметить, что шахматы как образовательная технология очень важна. Вот, кстати, к нам приехал из Бурятии шахматист, гроссмейстер, чемпион России. Шамоев, да. Вот он тоже сказал, одним из важных элементов шахматов как спорта является стремление к победе. То есть не у каждого ребенка это есть, поэтому надо это очень важно отмечать. И в этой части, конечно, шахматы как образовательная технология имеет больше положительных сторон. Хорошо. Ну, о методике Сухина мы еще поговорим в нашей передаче, да. Ну вот мы сказали, что в республике проходит уже 3-й республиканский шахматный конгресс. Прошло уже более 20 лет с момента проведения первого, да. Хотелось бы знать, какая программа этого конгресса, какие интересные мероприятия. Программа очень обширная. Она вот первый шахматный конгресс, если не ошибаюсь, в 2006 году прошел. Конечно, были конференции, были мероприятия, которые Михаил Ефимович очень много проводил. Вообще, вот в политике нашего первого президента, вы, наверное, все заметили, очень внимательное отношение, бережное отношение к системе образования. Даже закон об образовании в республике был принят раньше, чем Конституция Республики Саха-Якутия. Это говорит об особом положении образования. И вот Михаил Ефимович постарался сохранить все самое лучшее в советской системе и привнести новое в этом направлении. Очень много это удалось. И вот шахматы были одними из тех, кто... Мы, кстати, в постсоветском пространстве, в российском государстве, ну, Калмыкия, Москва, понятно, они уделяли большое внимание. И вот республика
была вот одним из тех флагманов регионов, которые шахматное образование держали. И вот раньше в основном преподавалась методика, в конгрессах, конференциях обсуждался вид как спорт. Вот почему он у нас тоже хорошо поставлен, системная работа еще с советских времен, и она особо усилилась в 90-е, 2000-е годы. А вот последние конгрессы, они такие имеют очень обширную программу. Например, есть соревнования на Кубок Первого Президента, которые проводятся вот практически каждый год в декабре месяце. Будут большие гроссмейстерские сессии. Дети имеют возможность встретиться с чемпионами России, международными гроссмейстерами. Вот чемпион Павлов приедет по быстрым решению сложных шахматных композиций, задач. Вот Шамоев приехал по быстрым шахматам, чемпион. Это же удивительная возможность, когда наши дети со всей республики имеют возможность в стенах Малой Академии это увидеть. Кроме этого, будут курсы повышения квалификации. На сегодняшний день более 60 педагогов, воспитателей дошкольных учреждений записались на это мероприятие. Кроме этого, будут мастер-классы педагогов, мастер-классы чемпионов, шахмат. И, конечно же, 14 декабря мы всех приглашаем в стены, прекрасные стены Малой Академии наук нашей республики в селе Актемцы на конференцию, где будут обсуждены основные тенденции развития шахматного образования. Не только как видов спорта, образовательных технологий, но и тех возможностей, которые дают для развития ребенка. Думаю, это будет интересно всем. Да. А вот вы сказали о курсах. Буквально несколько слов скажем о курсах. Буквально 2 минуты. Курсы повышения квалификации по системе Игоря Георгиевича Сухина, который внедряется уже много лет в республике. Оно в этом году, благодаря целевому фонду будущих поколений, состоятся с 14 декабря в стенах Академии наук Республики Саха-Якутия. И каждому курсанту мы предоставим вот огромное количество методических материалов. Все это абсолютно учебно-методических комплектов. Все это абсолютно бесплатно. И будут проводить это все под чутким руководством Игоря Георгиевича Сухина, а будут проводить такие замечательные педагоги, которые сегодня на практике работают с детьми. То есть это не просто теоретики, а вот каждый день с детьми стоят за партой, и они будут друг другу преподавать. И наш ключевой преподаватель – это воспитатель детского сада, педагог детского сада Ивушка, города Якутск, и Сагалиева Татьяна. Так что приходите, курсы будут, они абсолютно бесплатны, в стенах Академии наук Республики Саха-Якутия. Продлятся с 12 по 15 декабря текущего года. Смогут ли стены вместить всех желающих? Я думаю, да. Мы не столько вмещали огромное количество людей, да. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Я напоминаю, что в эти дни в Якутии у нас проходит 3-й шахматный конгресс. И сегодня мы говорим о развитии шахматного образования в Республике Саха-Якутия. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о развитии шахматного образования в нашей республике. Какие плоды приносит ранее приобщение детей к миру шахмат? Как ведется работа в образовательных учреждениях Якутии? Напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Тадим Саха Радио. Мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете дозвониться к нам в студию по телефонам 32 2066 и 32 1166. Ну что же, а следующий вопрос я хотела бы адресовать Ольге Николаевне. На ваш взгляд, в чем польза шахмат еще вот, например, в дошкольном возрасте? Ну, как Юрий Иванович отметил, да, шахматы, они являются тем, что развивают человека от раннего возраста до пожилого возраста, да, включительно. И здесь я бы хотела отметить, что главное должно быть правильное направление, правильная задача поставлена перед детскими садами и школами, потому что правильная задача, она будет вести к правильному обучению, как говорится, и будет правильно использоваться шахматы. Если вот брать шахматы в обывательском таком понимании, да, у нас есть шахматы как спортивное направление, как образовательное направление. Если в детских садах и в начальной школе, тем более, шахматы вести как спортивное направление, это значит побольше проводить турниров. Если будет учить тренер, да, по шахматам, то у детей, у большинства детей интерес к шахматам и развитие интеллектуальных каких-то способностей прекратится.
средствами шахмат. Но если вот использовать, как большинство детских садов, которые участвуют в проекте «Шахматы детям», их у нас более 125 дошкольных образовательных учреждений, которые с 2015 года уже работают в проекте «Шахматы детям», они занимаются по шахматно-задачной технологии Сухина, Игоря Георгиевича Сухина, по его программе. И хотелось бы сказать, в чем вот эта вот программа хорошая, да? Потому что она опирается на такой термин, как способность действовать в уме. Мы формируем в детях способность действовать в уме при помощи этой шахматно-задачной технологии Игоря Георгиевича Сухина. Это такая характеристика умственная, да, человека, которая развивает одновременно и мышление, и воображение, и память, и мышление у ребенка. Вот способность действовать в уме. И оно заключается, именно ударение, еще надо правильно ставить на слове «действовать», потому что в современном образовании нередко бывает такое, что дается детям знания, но никак не умения и не развивать те способности, которые будут им востребованы в жизни. А вот как раз-таки, если работать, используя шахматно-задачную технологию Сухина, и работать в игровых технологиях, и начиная с раннего возраста до 12 лет, кстати, вот эта способность действовать в уме развивается, больше она не развивается дальше, человек уже живет с теми способностями, которые у него есть, которые получил. Поэтому, конечно, именно в детском саду работать надо вот так, как формировать именно способность действовать в уме ребенка. Вот вы сказали о проекте «Шахматы детям», да? Вообще, расскажите, пожалуйста, об этом проекте, сколько детей, взрослых в нем, да, и какие задачи он ставит? Проект «Шахматы детям», она является как бы подпроектом большого республиканского проекта от Министерства образования и науки нашей республики. Инициатива была министерства, она появилась у нас с 2015 года, и уже 7 лет шагает по нашей республике, и в нем работают детские сады и начальные школы республики. Как я уже сказала, их более 125, и вот проект «Одаренный ребенок», я про него сказала, да, сейчас? Проект «Одаренный ребенок», он имеет несколько направлений, которые как раз-таки основывается на 5 китах образования, которые нам когда-то заповедал наш первый президент Михаил Николаев. Это шахматы, музыка, рисование, языки и спорт. И вот эти все 5 направлений находятся в концепции этого проекта. И как раз-таки вот шахматы детям, он является одним из главных стратегических направлений данного проекта. И вот так вот в течение 7 лет мы уже работаем, и работают детские сады со всей республики. В каждом улусе есть детский сад, или их даже несколько, которые реализовывают данный проект, и есть и в городе Якутске в частности. И целью мы ставим, конечно, вот пропедевтика математического образования, ранее пропедевтика математического образования, ставим такую цель, да, и работаем над формированием способности действовать в уме, используя шахматно-задачные технологии Игоря Георгиевича Сухина. А вообще какая работа проводится как раз для достижения цели, которые вот вы обозначили? Да, для достижения цели как раз-таки у нас, вот, если мы начинали с 500 детей, то сейчас в проекте более 4000 детей и более 255 педагогов работают в данном направлении именно шахматы. То есть мы совместно вот с Академией наук, да, совместно при поддержке целевого фонда будущих поколений, Малая академия наук и Академия детства имени Тамары Семеновны Комаровой мы провели очень много курсов повышения квалификации и выучили более 600 педагогов на курсах повышения квалификации. Вот мы занимаемся этим, чтобы достичь, потому что просто тренер с какого-нибудь спортивного учреждения не может давать решить те задачи, которые поставлены именно в проекте. И плюс еще к тому мы работаем с детьми очень много. Наши педагоги, которые находятся в проекте, они не проводят турниры, они проводят фестивали. И у нас проходит республиканская дистанционная олимпиада Игоря Георгиевича Сухина, задачи для которых нам дает Игорь Георгиевич Сухин, и проходит такая большая олимпиада среди детей дошкольного и младшего школьного возраста. В течение 7 лет уже она проходит. Также мы проводим ряд фестивалей для детей. Фестиваль в шахматном королевстве,
«Планета шахмат». В общем-то, очень интересно они проводятся. А в самих детских садах системно проводится работа, о котором расскажет Дмитрий Николаевич более подробно на примере детского сада своего. Да? Они работают в 3 направлениях: с детьми, с педагогами и с родителями. Очень интересно. И проводятся различные мероприятия. Вот сегодня очень много говорилось о технологии Игоря Сухина. Чуть подробнее расскажите, пожалуйста, что это за методика, что она предполагает, что она дает детям? Вот благодаря целевому фонду «Будущее поколение», Академии наук у нас издано... Игорь Георгиевич вообще приезжал к нам еще 7 лет тому назад, приезжает часто, да. У него есть учебно-методический комплект целый. И если вот человек уже в проекте педагог, он еще обучается и плюс получает такой учебно-методический комплект, который содержит в себе программу, задачники для детей. И что еще там было? Рабочие тетради. Да. Все в полном комплекте, и все этому очень хорошо обучаются. И самое главное, дети уже занимаются не турнирной деятельностью, не соревнуются между собой, передвигают фигуру, да, а занимаются решением шахматных задач. На это делается большой упор. И благодаря вот целевому фонду, о котором Ольга Николаевна сказала, и Владимир Анатольевич Егоров, он председатель Шахматной Федерации Республики, в прошлом году мы издали огромное количество этих учебно-методических пособий, и мы бесплатно обеспечиваем дошкольные, начальные учебные заведения вот этими уникальными учебно-методическими комплексами. Но их мы не просто раздаем, мы сначала обучаем их бесплатно по системе Игоря Георгиевича, а потом по завершению этого учебного курса они в свои детские сады, школы полностью идут с этим полным комплектом. Там и задачники, там и рабочие тетради, и программа, описанная на все 3 года обучения, и учебные, очень хорошие, написанные, в том числе, они все цветные, для детей очень интересные. А вот частные детские сады проявляют интерес? Вот мне самой интересно. Проявляют интерес, но еще бы хотелось обратиться к нашим телезрителям, да, чтобы они почаще выходили на управление своего образования, да, обратились в Академию детства имени Тамары Семеновны Комаровой, которая как раз-таки находится в городе Якутске, и всегда рада помочь, да, и методическими пособиями, и направлением на курсы повышения квалификации, и такой методической консультационной поддержкой, потому что у нас имеются очень хорошие педагоги. На ваш взгляд, вообще какие изменения у нас происходят в обществе? Да? Растет ли заинтересованность, потребность родителей, ну, конечно, детей, да, получения образовательных услуг, которые были бы направлены именно на развитие одаренности детей, раскрытие их талантов и так далее? Вот. Конечно, вот у нас есть, было написано еще в 2018 году во время международных интеллектуальных игр, была написана концепция экосистемы развития детской одаренности, которая вот как раз-таки развивается по 5 китам образования. И, конечно, вот эти, мы всегда так говорим, если вот эти 5 китов есть в любом учреждении, все 5, да, и рисование, языки, и спорт, и музыка, и шахматы, то дети будут получать то дополнительное образование, которое будет нужно им для развития их талантов. И, конечно, родители всегда выбирают те детские сады, в которых все эти 5 направлений присутствуют. Мы это видим и по городу Якутску, и в республике, и в районах тоже это замечаем, что пользуются очень большой популярностью те детские сады, в которых эти все 5 направлений есть. Хорошо. Вообще, на ваш взгляд, что необходимо для того, чтобы шахматное образование в дальнейшем приносило свои плоды, да? Чтобы учителя могли, например, обмениваться своим опытом и так далее? Вот как-то система выстроена? Я хотела бы заметить, что система выстроена, и более того, у нас теперь появился вот буквально недавно, благодаря тоже целевому фонду «Будущее поколений», и издали наши авторы проекта «Шахматы детям», издали методическое пособие, которое называется «Программа «Шахматы детям. Пакет диагностического инструментария», который как раз-таки помогает тем педагогам, которые работают по системе Сухина, критериально понять, насколько они развивают детей. Это способность действовать в уме. Уже появились критерии, по которым они уже, пользуясь этой диагностикой, могут понять, насколько у них двигается шахматное образование. Уже будет критериально, уже четкое понимание, основанное, научно обоснованное. И дело в том, что у нас вот как раз-таки в рамках шахматного конгресса пройдет семинар-практикум, где как раз-таки вот автор этого пособия и с Нирин Грич, одна коллега, проведут семинар-практикум в стенах детского сада «Прометейчик» специально по этой методике, по мониторингу шахматного образования.
Здорово. Дмитрий Николаевич, я знаю, что вы являетесь обладателем номинации от Министерства образования и науки нашей республики «Лицо проекты «Шахматы детям». Вообще вот что это за интересное такое название, что за номинация «Лицо»? Ну, лицо «Шахматы детям», я бы не сказал, что оно такое большое, это лицо, да, но, ну, наверное, это... Дает такую ответственность, да? Дает ответственность, да, перед родителями, перед детьми и педагогами, да, чтобы каждый раз себя держать в таком, скажем, в таких рамках, что каждый раз надо повышать свой уровень. И даже когда проходили курсы Сухина вот, в Академии наук, несмотря на то, что я эти курсы проходил как слушатель по весне, да, я пришел на эти курсы для того, чтобы еще раз повторить, еще раз повысить свой, так сказать, закрепить свой уровень. Почему? Потому что мы все педагоги, и мы все должны учиться у самих себя, у детей, у самих себя. И тем самым мы повышаем свой уровень. Таким вот Наверное, образом. надо сказать, что Дмитрий Николаевич получил такую номинацию, потому что он лидер в системе образования, в области шахматного образования. Он человек совершенно неравнодушный, он всегда всем поможет. Ольга Николаевна сказала, он работает в детском саду Прометейчики. И мы об этом обязательно поговорим, дорогие друзья. Мы вновь уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о развитии шахматного образования. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о развитии шахматного образования в нашей республике. Какие плоды приносит раннее приобщение детей к миру шахмат? Как ведется работа в образовательных учреждениях Якутии? Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Сахай» и на волнах ТТМ «Саха-радио». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к моим собеседникам, то звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, Дмитрий Николаевич, мне хотелось бы знать, в чем заключается работа педагога по шахматному образованию в детском саду. Вот мы уже сказали о том, что вы работаете в детском саду Прометейчика городского округа. Свою работу по шахматно-задачной технологии Игоря Георгиевича Сухина я веду согласно штатного расписания, начиная со второй младшей группы, заканчивая подготовительной группой. С охватом детей 533 дошкольника в неделю. Да. Это возраст детей от 3 до 8 лет. И в мою работу входит индивидуальные занятия с дошкольниками в Центре интеллектуальных игр КАИСа. Есть у нас такой. Занятия с детьми в детско-взрослом сообществе. Это «Белая ладья». Занятия с одаренными детьми. Есть у нас тоже такое. И, конечно же, работа с родителями и педагогами. Что же такое шахматно-задачная технология? Ну и каковы ее цели? Цель данной методики состоит не в спортивном направлении и не в воспитании олимпийских чемпионов, а в развитии умственных, интеллектуальных и творческих способностей посредством шахматного обучения. Дети на наших занятиях последовательно изучают каждую фигуру, обыгрывая элементы игры на коротких полях. Вот такие поля есть, да. Ну, вот сам Игорь Георгиевич Сухин сказал, что это начало всех начал. Такие то поля. Есть именно с этого. Именно можно с этого. То есть, да, то есть шахматное поле, оно для ребенка представляет мозаику. Это набор белых и черных клеток. Здесь же ребенок, начиная с малого, допустим, вот здесь вот 4 поля, да, и начиная с малого, он начинает проходить по одной фигуре. То есть первая ладья, слон, конь. То есть на малых полях ребенок проходит. Появляется понимание, да, появляется и понимание. И ребенок проходит каждую фигуру сначала на малом поле. Это все методика Игоря Георгиевича Сухина. Ну, не только. Значит, дети у нас еще учат шахматные стихотворения, составляют и разгадывают кроссворды, играют в дидактические игры, участвуют в олимпиадах Игоря Георгиевича Сухина, решают шахматные задачи. Игорь Георгиевич Сухин, кто же это такой? Это кандидат педагогических наук.
старший научный сотрудник Института стратегии образования Российской академии образования, автор методики по шахматно-задачной технологии. Он является научным руководителем проекта «Одаренный ребенок», по которому работает наш детский сад «Прометейчик». Моя работа состоит в раскрытии интеллектуальных способностей, способностей действовать в уме у дошкольников посредством занятий шахматами и развития у них логического и математического мышления. И позвольте мне подчеркнуть вот еще раз слова Игоря Георгиевича Сухина. Он сказал в свое время, что такое спорт? Это сияние одной звезды. Что такое грамотно проведенный урок шахмат с учетом целей, значимых для системы образования? Это сияние миллионы звезд, потому что каждый ученик при правильной организации учебного процесса будет победителем, достигнет высшего, 5-го этапа развития способности действовать в уме. То есть, образно можно сказать, вы звездное небо открываете нашим детям? Ну, можно сказать так, что открываю его я, и открывают его наши дети. Вот Хорошо, я знаю, что вы являетесь автором и разработчиком методички, как разработать шахматную кафедру в детском саду. Очень интересно. Да, конечно. Я являюсь руководителем шахматной кафедры нашего детского сада «Прометейчик». Туда вошли... можно так сказать, что простые педагоги нашего детского сада, простые воспитатели нашего детского сада, которые изъявили желание отучиться на курсах Игоря Георгиевича Сухина. И, значит, работа нашей кафедры, она проходит в 3 направлениях. Это работа с детьми, с родителями, педагогами. Ведь хороший результат, он всегда достигается при 3 составляющих. Каждый педагог нашей кафедры разработал рабочую программу детско-взрослого сообщества, куда и вот эти рабочие программы, они вошли в сборник статей «Модель открытого образовательного пространства детского сада «Прометейчик». Педагоги наши публикуются в различных изданиях, делятся опытом своей работы, участвуют в педагогических десантах, проводят семинары, пишут методические разработки, проводят мониторинги, разрабатывают дидактические игры. Кстати говоря, вот у нас их... Об играх давайте поговорим, Дмитрий Николаевич. Вы очень много принесли наглядного материала. Это авторские. Да, это расскажите, авторские игры. И сам я почему вот всегда ссылаюсь на Игоря Георгиевича Сухина? Во-первых, потому что... Программа его. Да, это программа его. И он как-то сказал, что шахматная игра и шахматное поле, оно должно быть выглядеть вообще по-другому. Шахматное поле, Игорь Георгиевич говорил, что это набор черных и белых полей. А здесь, вот здесь у нас... Мы видим, присутствуют игровые элементы. То есть эта игра называется у нас шахматный зоопарк Артадайду. Здесь, допустим, дети расставляют фигуры животных, которые находятся вот у нас в парке, и проходят шахматной фигурой каждому животному, посещают каждое животное шахматным ходом шахматной фигуры. А вот эта карта что означает? Карта – это у нас города Якутии. То есть ребенок тоже выбирает каждую шахматную фигуру, может выбрать ферзя, может выбрать ладью. То есть играющих может быть 4 человека. То есть очередность ходов определяет воспитатель или педагог дополнительного образования. И вот фигурой он должен посетить каждый город. Каждый город нашей республики. Каждый город, да. И не только посетить, и он должен рассказать, то есть, чем славится город, да. Когда возник, историю. То есть у нас шахматы, они связаны не только с игрой, они еще и связаны с культурой и с историей. С географией даже, с географией, да. То есть, с биологией мы видим. Да, игра есть у нас северная рыбалка. Тоже, фишки, к сожалению. То есть тут точно так же. Ребенок шахматной фигурой проходит, ловит рыб, рассказывает о фауне. О каждом Дорогие телерадиослушатели, Дмитрий Николаевич хочет своим выступлением прежде всего сказать, что
преподавание шахмат должно быть в игровой форме в дошкольных учреждениях, потому что каждое занятие, каждый урок должен быть интересен, должен открывать что-то новое, удивительное. И вот шахматы выступают таким инструментом. И можно создать огромное количество разнообразных игр, учебных пособий, так скажем, да, которые дали бы представление о том или ином. Вот Да. о чем И мягкие важно. игрушки даже. Ну, вы мягкие принесли. игрушки, здесь мы... Это игровые персонажи. Здесь игровые персонажи такие наши. Шахматные. Ну, в Слон. основном мы, да, слон, конь. Мы их используем в работе с маленькими детьми. Ну, вот со второй младшей группы, где 4. и мы обыгрываем каждую игрушку. Конь или слон. Как он ходит. Да, как ходит. Ну, здесь задает загадки. Вот, разные, допустим. Голосом персонажа Голосом говорит, персонажа. Грива есть, но нет хвоста. Фигура эта непроста. У него большая роль, потому что он король. Самый сильный в войске есть, хоть и шахматный, но Ферзь. ферзь. Ну, вот таким вот образом происходит. С самыми маленькими детьми мы используем вот такой вот Всем известный, второй, кстати, да, всем сенсорный известный такой шахматный дидактический материал. да, Это мешочек. да, чудо-мешочек, да. Что в нем Ребенок, содержится? ребенку Подходишь, говорим, он и достает, даже... на ощупь можно. Да, и даже говорим, они же разговаривают. И здесь, допустим, ребенок, он вытаскивает шахматную фигуру. Если дети старшей или подготовительной группы, они могут на ощупь называть фигуру. Ну, а маленькие дети вытаскивают Достаешь. и говорят, вот какая фигура. Король. Выставляем эти фигуры по своему рангу, говорим, какая самая высокая фигура. Рассказываем сказку или рассказываем стихотворение. Тем самым мы ребенка внедряем вот в мир шахмат. Очень интересно. К Вот слову, и- хочу заметить, что будет у нас премьера музыкальной сказки. Называется она «Морозовские сказки в шахматном царстве, музыкальном государстве». Приглашаем вас всех в конце января, во время январского совещания на педагогическом форуме на этот спектакль, Как здорово. А это вот что у который вас? поставлен силами Вот сотрудников. это игра. Да, вот. Подождите, вы Вот эта имеете... линейка. Это, ну, эта линейка всем известная. Образец Всем известно, это входит в комплект, программы. в комплект программы Игоря Георгиевича Сухина. Вертикаль. Это вертикаль, горизонталь. И здесь у нас еще идут Вот диагональ. диагональ. То есть ребенку показываем вертикаль, говорим, сколько полей в вертикали, сколько полей в горизонтали. Ну и чтобы, допустим, не заэтоваться, мы можем прикладывать ее к доске. Ну, Вот таким таким образом. И самое вот главное, таким мне вот образом. кажется, это успех вот, детей, которые проходят обучение у вас. Я знаю, что они принимают участие во многих соревнованиях, олимпиадах и так далее. Да, у нас дети принимают участие и, скажем так, и в Олимпиаде Сухина, которая проводится каждый год. Кстати говоря, количество детей у нас в Прометейчике все время растет. И вот, допустим, в прошлом году у нас принимало 120 человек. Это дети со средней, старшей, подготовительной группы. То есть это, можно сказать, уже треть тех детей, Да. которые занимаются в вашей программе. Да. Ну что же, я думаю, что мы еще не раз вернемся к этой теме. Спасибо вам за очень интересный и обстоятельный разговор, дорогие друзья. Это была программа «Якутск сегодня». Ее подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания, до следующих встреч. До свидания.